Добрый дзень, у эфіры Свабода Прэміум, тут Ганна Соусь. І сёння мы пагаворым пра так званую справу артапэдаў, а таксама пра медычныя шарашкі як перспектыву сістэмы аховы здароўя ў Беларусі. Пра медычныя, сацыяльныя, эканамічныя і маральныя аспекты гэтай гучнай справы гаворым з артапэдам-траўматолягам Рустамам Айзатулліным. Добрый дзень. Вечер добрый, то есть добрый день. Онкологом Надеей Петровской. Добрый день, Надея. Добрый день, Анна. Добрый день, зрители. И гастроэнтерологом, эндоскопистом Лидией Тарасенко. Добрый день, Лидия. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте все. Лідія Рустам, я дадам, каардынатара Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Ну і зараз каротка падсумую афіцыйныя паведамленні пра затрыманне 35 артапэдаў траўматолагаў па ўсёй Беларусі. Дзяржаўныя СМІ, чыноўнікі яшчэ да рашэння суду назвалі іх карупцыянерамі. Александр Лукашенко абвясціў, што дактарам прапанавана прызнаць віну, кампенсаваць шкоду і пайсці працаваць у медычную сферу, куды пашлюць. І паведамлялася, што некалькі дактароў, якія выканалі ўмовы ўладаў, адпраўленыя працаваць у прыёмныя пакоі шпіталёў. І таксама паведамлялася, што адзін з затрыманых траўматолягаў парэзаў сабе шыю ў ізалятары. Маё першае пытанне да вас, Рустам. Вы шмат гадоў працавалі ў РНПЦ траўматалогіі і артапедыі. У гэтай установе спецыялісты найбольш пацярпелі ў гучнай справе. Вы асабіста ведаеце многіх затрыманых. Што вядома на сённяшні момант пра затрыманых лекараў, пра вызваленых на такіх умовах лекараў, ну і пра атмасферу ўвогуле ў гэтай галіне медыцыны? Ну, про список травматологов-ортопедов, все их имена, фамилии, звания и место работы, наверное, все знают. И все знают, и все понимают, что это не просто какие-то специалисты общие, да, это штучные специалисты, которые выполняют очень сложные технические, очень сложные операции. И кроме этих 35 человек, наверное, в Республике Беларусь никто не умеет так хорошо, замечательно работать с многими ортопедическими изделиями, со многими протезами и выполнять очень сложные оперативные вмешательства при запущенных каких-то случаях, деформациях бедра, деформациях колена. Если в общем сказать, то среди небольшого количества травматологов в Республике Беларусь, около 300 человек, может где-то чуть меньше, эти люди были таким костяком, на которые все равнялись. И у этих всех задержанных врачей были какие-то подражатели, были ученики. Все эти люди писали какие-то научные работы, все эти люди участвовали во многих международных проектах. Что теперь будет с научными проектами, что теперь будет с медициной в общем и в качестве устанавливаемых протезов, конечно, сказать сложно. Так, что еще? Ну так, а ці скажыце, калі ласка, ці вядома вам пра што-небудзь большае пра навіну, пра спробу ці самагубства, ці што гэта здарылася ў следчым изолятаре? Я так разумею, это крок адчаю доктора был. Да, дело в том, что возможно, известно, возможно, это правда, да, фамилия, которая прозвучала в СМИ, фамилия, которая прозвучала на многих каналах, доктора, который попытался навредить себе, либо попытался покончить жизнь самоубийством, да. Вот. Скажу только одно, что всех этих людей, которых задержали, всех этих 35 человек, я прекрасно знаю, где-то больше, где-то меньше. И если мы представляем собой операционную, то операционная – это та среда, где надо быть хладнокровным, где ты постоянно работаешь с кровью, где не допускаются к работе, ну, не то чтобы не допускается, а время, к сожалению, отсеивает тех людей, которые не могут держать себя в руках. И напрашивается только лишь один вывод, что на человека достаточно хорошо надавили, пригрозили, человеку, возможно, поставили какие-то несоизмеримые с его какими-то жизненными принципами условия, да, что вынудило совершить вот такой поступок. Методы, это не признак какие выкарыстоўваюцца, но яны вядомыя, і вядомыя вот этой так званыя пакаяльныя відэо. Офіцыйных СМІ гаворыцца про то, што людзі прызналі віну. Мы таксама можам здагадвацца, пры якіх умовах і пад якім ціскам гэта адбывалася, так? Лідія, я до вас хотела звярнуцца.
Я ведаю, што у вас быў досвед удзелу, ну не ведаю у якасці каго, у закупках медычнага абсталявання ў іншай сферы медыцыны, но напэўна сістэма падобна дзейнічае. Сярод затрыманых, названых вінаватымі без суду і следства дактароў, якраз людзі, як толькі што сказаў Руслан, это тыя, якія рабілі унікальныя аперацыі. Але я там не бачу прадстаўнікоў структураў, якія займаюцца закупкамі, уласна, тэхнічныя этой функцыі, якія выконваюць медтэхнікі той жа. Як бы вы маглі патлумачыць гэта? І ў чым вы бачыце сапраўдную прычыну арышту дактароў гэтай спецыяльнасці? Начну с вопроса, почему там нет представителей медтехники или каких-то других структур, которые участвуют в закупках. Об этом мы можем только догадываться, как и обо всем вообще, что сейчас происходит внутри системы. Этот ящик становится все более черным, все более закрытым, и у нас остаются только догадки. В этом и ужас, потому что если завтра они скажут, что трава зеленая, ты еще пойдешь перепроверять, да? Поэтому никакой веры им относительно того, что происходит с травматологами, относительно того, чем спровоцировано это дело, нету. Мы можем только выход этого черного ящика оценивать. Да? Я хочу напомнить, что лет 5 назад, в 2018 году, уже было, совсем недавно, очередное дело врачей, в результате задерживало большое количество людей из медицинской среды, из медицинского бизнеса. Кстати говоря, после этого, да, для меня это стало последней каплей, которая заставила меня уйти из госмедицины, потому что был трэш, который сейчас мы видим повторение, и, боже мой, такого никогда не было, и вот опять. Чем это спровоцировано? Почему это? Это какой-то, я не знаю, экзистенциальный вопрос. Да? Это все выглядит просто как раскулачивание. То есть людей закрывают по какой-то причине, по каким-то там параметрам, никому неизвестным на самом деле. То есть постулируется одно, а такое чувство, что происходит на самом деле другое. Людей раскулачивают, требуют от них деньги. Вот сейчас это вообще достигло апогея, просто идиотизм, с предложениями врачам поработать где-нибудь, еще и денег за это заплатить. Поэтому что происходит, я не знаю. Как всегда, мир сходит с ума. Этой суммы, якія агучваюць дзяржаўныя сметанікі, страшныя суммы, мала цяжка ўявіць, што чалавек у Беларусі, доктар, можа якім-небудзь чынам мець такія грошы. Очень нужны деньги, да, это как в анекдоте. Продаю лом за $1000, а что так дорого? Очень надо. А маглі б вы крыху пра сістэму закупак расказаць, тое, з чым вы мелі справу? Якія там ёсць такія слабыя месцы? Я была на уровне заведующего отделением, и, соответственно, в закупках участвовала со стороны врача, который оформляет эту заявку, который как бы оценивает, что нужно отделению там, на следующий год работы, и подает эту заявку там, по этапам. С каждым годом это становилось все более странной системой, опять-таки, когда тебе для того, чтобы работать чем-то, да, чем ты там ежедневно работаешь, расходные инструменты, я не знаю, там оборудование, ты должен пройти 7 кругов ада, подписать у людей, там, у бухгалтеров, у экономистов, у людей, которые вообще не имеют к этому отношения, согласовать с ними вроде как закупку того, что тебе будет нужно, отправить ее по этапу. Это все занимал год, как минимум, то есть год это в лучшем случае. У нас был случай, когда заявку на оборудование первый раз написали в 2005 году, а получили мы его в 2015. То есть каждый год, естественно, все проходилось по новой, и 10 лет понадобилось в РНПЦ-онкологии, чтобы тебе дали очень очевидное оборудование, то есть не космический шаттл. И, в общем, это было мукой остается, правила меняются, иногда задним числом, иногда ты не знаешь о том, что они поменялись, и тебе говорят, сам дурак. Система построена таким образом, такое чувство, что она построена таким образом, чтобы не дать врачу работать вообще чем-либо. Существуют целые структуры, которые, в обязанности которых входит оценивать эти заявки, проводить тендеры. В мире таких систем нет. Нет таких структур, они вообще не нужны. Они тратят время, деньги государственные. Зачем? Непонятно, загадка дыры. Атрымліваецца, што кожны, хто паставіў свой подпіс у гэтым дакуменце, а як загадчыца, як была загадчыца аддзялення, вы яго паставіць мусілі, но ён можа быць патэнцыйна фігурантам любой крымінальнай справы. Естественно, и люди все больше боятся этого сделать. Тебя не накажут, если ты найдешь повод отказать. Поэтому если, я не знаю, условного бухгалтера есть возможность сказать «нет»,
он просто из страха за себя будет стимулирован сказать: нет, вы этого там не получите. И это такой идиотизм бесконечный. Калі я фармулявала тэму нашай дыскусіі, я гаварыла пра шарашкі. Так, я нагадаю, што азначае гэты тэрмін. Ну, ў сталінскія часы улады з лагераў выцягвалі дасведчаных спецыялістаў у розных сферах, адпраўлялі іх у так званыя шарашкі. Это закрытыя навуковыя установы, дзе яны павінны былі прасоўваць навуку, нават ствараць ядзерную бомбу і што заўгодна яшчэ. Працаваць бясплатна, ну, там была крыху лепшая ежа, чым на лесапавалі, і ну, крыху больш цёпла і крыху лепшыя умовы, чым у лагеры. Надзея, які ваш погляд вот на такую схему утрымання спецыялістаў, фінансавання медыцыны, якая, ну, вот, падаецца, зараз намацоўваецца? Мы бачым гэта на справе ортопедаў. Ну, да, пожалуй, самым ярким историческим примером является биография известного ученого, легенды современной советской космонавтики и авиации, академика Королева, который в 1938 году был по доносу арестован, приговорен к расстрелу, но приговор был изменен. Сначала он находился в тюрьме, потом в колонии, а позже работал в так называемой известной Туполевской шараге, где, в общем-то, участвовал в разработке техники во время войны. Освобожден он был только в 1944 году, а реабилитирован только в 1955 году. А другой пример – это академик Вавилов, который умер от истощения в тюрьме НКВД. Почему государственная система так ненавидит интеллектуалов? Почему в тоталитарных режимах мыслящие люди, высококлассные специалисты, профессионалы всегда преследовались? Почему в 2020 году в Беларуси ОМОН с таким озверением избивал студентов? Почему сейчас задержаны высококлассные специалисты и подвергаются физическому и психологическому давлению? Да, вопрос, как говорит Лидия, экзистенциальный. То есть это такое извечное противостояние, извечная зависть сытой серости к интеллектуальной и гуманистической талантливости. Ну, и вечная попытка унижения и дискредитации благородного начала. Среди задержанных докторов находится врач, который единственный в Республике Беларусь делает органосохранные операции деткам с онкологическими заболеваниями, со злокачественными опухолями кости. Это такая отдельная группа пациентов, и нарушение тайминга и откладывание операции, эндопротезирование сустава оказывает очень такие негативные влияния на эффект от лечения и результаты в целом. Если доктор будет вынужден работать по решению министра где-то в приемном покое, то детский центр потеряет еще одного высококлассного специалиста, которому нет замены. В происходящем я усматриваю все те же НКВДшные методы запугивания, шантажа, дискредитации профессионалов и вообще всей медицинской общественности. И результатом этой вседозволенности, беззаконности, безнаказанности действий силовых структур будут просто дальнейшие преступления, дальнейшие зверства. Ярким примером вообще вот такой стратегии, можно сказать, являются действия российских военных, которые мы сейчас видим в Украине. Дякую, Надзея. Рустам, я хацела вас запытацца, што далей будзе з пастаўкамі замежных энтапратэзаў? Выглядае, што цяпер людзям будуць найчасцей прапаноўваць ставіць пратэзы беларускай вытворчасці. Мы з вами ў ранейшай перадачы якраз гаварылі пра гэта, вы не вельмі высока ацэнілі іх якасць. Ну і людзі будуць баяцца ўлазіць у гэты працэс закупак, бо это можа скончыцца турмой. Ну і, магчыма, праз санкцыі таксама закупкі замежных медычных кампанентаў увогуле спыняцца ці моцна скароцяцца. Ну вот якая цяпер будзе перспектыва ў гэтай сферы? Ну, возможно, что эти санкции, они попытаются как-то обойти, потому что зарубежные компании сейчас не работают с государственными закупками, но вполне возможно, что это можно будет осуществлять через какие-то частные лица и частные поставщики. Дело в том, что в Беларуси есть один такой большой частный медицинский центр, который расположен в Минске, в котором выполняются на платной основе эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава. И как раз-таки это большая медицинская организация частная,
она имеет право закупать иностранные протезы, в том числе и DPU, Link, там, Вальдемар, да, и Медакта, к себе в медицинский центр. Этот медицинский центр, он в Беларуси один. Это, считайте, монополист на рынке частных услуг. И одним из людей, которые вложили в этот центр достаточно много денег и поспособствовали открытию этого медицинского центра, является сын Александра Григорьевича Виктора Лукашенко. Поэтому вполне возможно, что мы сейчас имеем дело с выдавливанием и перераспределением ресурсов вот этих вот медицинских иностранных компаний, да, которые будут вынуждены работать только лишь в одном направлении и приносить доходы только лишь одному лицу в государстве. Это, конечно, одна версия. Вторая версия, что протезы иностранного производства перестанут поставляться в Беларусь, и через какое-то время те накопленные ресурсы, которые есть на складах и аптеках, они закончатся, и граждане Республики Беларусь будут вынуждены устанавливать себе протезы белорусского производства. Либо можно будет выкрутиться еще таким образом, поставлять на рынок Беларуси протезы производства российского. В России есть несколько заводов, которые делают протезы, и несмотря на все усилия Альтимеда, которые были направлены на поставку продукции белорусской на российский рынок, она там абсолютно не востребована, потому что там есть несколько заводов, которые делают продукцию свою. Поэтому как будет выкручиваться государство из этой ситуации, неизвестно. Либо через вот этот вот свой медицинский центр, который принадлежит Виктору, да, либо через какие-то поставщики российские, но однозначно будут страдать обычные граждане, которые будут вынуждены пользоваться неизвестно какой продукцией, неизвестно какого качества и неизвестно какой выживаемости. Потому что если мы берем какое-то процентное соотношение выживаемости протеза, да, у протеза есть такая составляющая, как выживаемость, да, то есть длительность его нахождения в организме, грубо говоря, то выживаемость белорусских протезов, она значительно ниже, чем иностранных. Я, можа, так задам не вельмі прафесійнае пытанне, но наколькі я чула, што вот, якасныя замежныя пратэзы это на все жыццё. А беларускі, расійскі давядзецца мяняць? Ну так, это я вельмі прымітыўна запытваюся. Нет. Протезы иностранного производства, понимаете, есть статистика мировая, да, где есть 5-6% каких-то осложнений интраоперационных, там, послеоперационных, и есть статистика, которая показывает нам выживаемость любого протеза. К сожалению, в Беларуси эту статистику никто не ведет. Если вы попросите у Минздрава либо у какой-то клиники статистику выживаемости белорусских протезов, вам, во-первых, никто не скажет, потому что не знает, а во-вторых, не скажет, потому что побоятся. Вот такая вот ситуация сейчас в Беларуси будет. А я яшчэ хацела удакладніць пра той прыватны медычны цэнтр, да якога мае дачыненне Віктор Лукашенко. Там праводзяцца аперацыі пратэзіравання, Да, так? конечно. А тыя дактары, вот, якія цяпер за кратамі, ці яны там працавалі? Ці дастаткова ў тым цэнтры спецыялістаў, якія могуць кваліфікавана ва ўсіх выпадках паставіць гэты пратэз? Нет, там работают свои врачи. Несмотря на то, что они работали с этими иностранными протезами и тоже участвовали в их закупках и в их установках, ни сам медицинский центр, ни врачей, которые работают в этом медицинском центре, не трогают. Это, не то чтобы, нельзя сказать загадка, либо не загадка, да, почему этого не сделали. Вопрос экзистенциальный, как уже несколько раз звучало это слово, но я знаю врачей, которые работают в этом медицинском центре, это очень хорошие высококлассные специалисты, претензий к ним абсолютно никаких быть не может, они настоящие профессионалы своего дела, они прошли достаточно серьезный отбор, они вложили в свои знания, в свои умения достаточно много времени и сил,
И это также единичные штучные специалисты, которые могут сделать то, что не смогут сделать в других государственных клиниках. Вот. Это приватная медицинская клиника, она работала с иностранными протезами уже давно, она продолжает с ними работать и пока не собирается прекращать. Вот. В этой медицинской клинике обслуживаются достаточно высокопоставленные люди из министерства, высокопоставленные люди из определенных военных структур. Поэтому, скорее всего, и вопросов к этому медицинскому центру пока не возникает. И закупки продолжаются. Выглядае, калі гэта версія пацвердзіцца, так, то ну, вы ранейшай нашай размове называлі 500-600 аперацый на год рабілася ў РНПЦ, так, калі я не памыляюся. Но то такі цэнтр, натуральна, ён не зможа забяспечыць такую колькасць аперацый. Мы не гаворым ужо пра все шпіталі ў Беларусі, дзе людзям патрэбна рабіць такія аперацыі, так? Дело в том, что мы сейчас говорим о людях, о гражданском населении в Республике Беларусь. Это одна прослойка. И вторая прослойка – это государственные чиновники, которых не так уж много, и которым в этой клинике помощь окажут практически всегда. Дзякуй вялікі. Надзея Лідзія, вот у меня да вас пытанне, які ваш прагноз, ці стане гэта масавай з'явай у медыцыне, ці з'явяцца неўзабаве справы афтальмолягаў, ці справы дактароў іншых спецыяльнасцей, ну і што будзе з пацыентамі ў такім разе? А калі ласка, Лідзія. Ну, вообще я не люблю ванговать, да, я свой шар магически давно потеряла, поэтому боюсь делать прогнозы, как бы они... Но исходя из того, что мы видим сегодня, исходя из того, что мы с 2008 года я работаю, это не первая справа медиков на моей памяти, на моей собственной памяти, поэтому целиком логично предположить, что и дальше они будут. К тому же, если мы обратимся к истории, даже если ее не очень хорошо знать, да, все как по нотам разыгрывается история, которой меньше 100 лет. Ну, очевидно, книжки истории не читают те, кто приходит к власти, потому что им не до того. Вот. Очевидно, что что-нибудь такое обязательно будет. И я не могу нарадоваться от того, что, как бы это сказать, бумерангом прилетает на самом деле к тем же самым чиновникам. Пускай они себя не успокаивают тем, что у них есть клиника. Я насмотрелась на своей практике, как высокопоставленные чиновники попадают в руки к самым благонадежным докторам, и что из этого выходит. Поэтому лучше им точно не будет. Вот. Ну, а, конечно, жить мы все равно станем хуже. Надзея, калі ласка. Ну, я, пожалуй, тоже сошлюсь на историю, и как показывает история, что репрессии, если проглатываются обществом, порождают только большие репрессии. Поэтому не исключено, что под ударом может оказаться любой опытный специалист. Ну, пострадают как доктора, так и пациентов. Пациентов жалко. Я в дадзеным выпадку маю на ўвазе не новую справу, а тое, што дактарам будуць пастаўлены такія самыя умовы. Прызнаць віну, напісаць просьбу там пра памілаванне, кампенсаваць страты і далей працаваць, ну, такім за копейкі туды, куды пашлюць, так? Совершенно верно. То есть если отсутствует какая-то солидарность, а, к сожалению, в нашем... Ну, я ни в коей мере не с какой-то претензией, но я повторяю, что если репрессии проглатываются, если с этим общество соглашается, то результатом будут та же самая система, та же цепочка, те же самые методы будут и дальше, потому что безнаказанность, она порождает ощущение вседозволенности. И, в общем-то, предполагать, что что-то изменится, что как-то станет легче и лучше, ну, нету для этого никаких оснований. Пациентов жалко. Мы все гаворым пра тое, што гэта не новая рэч, но ў Беларусі сапраўды была такая практыка папаўнення бюджэту і далейшага працаўладкавання так званых карупцыянераў. Но збольшага гэта тычылася чыноўнікаў ці алігархаў, калі яны былі ў Беларусі, калі іх так можна назваць. Іх садзілі ў рамках карупцыйных справаў, прымушалі выплачваць велізарныя кампенсацыі, канфісковвалі маёмасць, ну і потым замест турмы былы вертыкальшчык ехаў кіраваць сталым калгасам. Цяпер гэта практыка будзе тычыцца медыкаў. Рустам, як вам падаецца, вот сістэмна папаўняць бюджэт такім чынам атрымаецца, ці гэта эфектыўна, ну і з пункту гледжання маральнага стану медыкаў, так? Ну, очень интересное слово коррупция, взятничество и все остальное.
которая существует вот на данный момент в Республике Беларусь. Дело в том, что я был свидетелем неоднократно, когда где-то на какие-то праздники, допустим, на Новый год, какие-то больницы большие скидывались деньгами на какой-нибудь подарок, и этот подарок ехал в Министерство здравоохранения. И это почему-то коррупцией, взятничеством и всем остальным не считалось. Был свидетелем много раз и, увы, каюсь, видел и знаю, как люди больших рангов из министерства, либо люди из каких-то госструктур, из Комитета государственной безопасности, из силовых ведомств приходят к доктору с каким-нибудь маленьким презентом, потому что так принято. Да? И вопрос, что это все-таки так принято или все-таки так не надо? И тут, понимаете, палка о двух концах. Та ситуация, которая разворачивается сейчас на данный момент в Беларуси по поводу вот этих вот несчастных 35 травматологов, это просто перекладывание вины за тот бардак и разруху, который делается в Минздраве и вообще в системе вертикали власти на каких-то людей, которые в этом абсолютно никак не виноваты. Что будет дальше? Дальше будет, вот как правильно сказали девушки, дальше будет еще хуже. И люди, которые выйдут из мест не столь отдаленных, они 10 раз подумают, надо им дальше заниматься какими-то научными проектами, продолжать какую-то науку, двигать медицину вперед, либо действительно поехать куда-нибудь в приемное отделение, как там правильно было сказано, дорогим ноутбуком забивать ржавые гвозди, да? Ничего хорошего система от этого не получит. И, к сожалению, мы видим, что все законы, которые написаны в Беларуси, вся конституция, которая 10 раз перекраивалась в Беларуси, по сути, абсолютно ничего не стоит. Как показал вот этот вот съезд во дворце у президента, за столом которого сидело 3 человека, и они решали судьбу этих несчастных людей-травматологов. Да? То есть все решает на данный момент эта сталинская тройка. Увы, это так, и медицина сейчас, к сожалению, она полностью не подчинена Министерству здравоохранения. Это система, которая сейчас зависит от Комитета государственной безопасности, а, как мы знаем, ни к чему хорошему это не приводит. Дякую, Лідія. Сапраўды гаварыць пра выкананне законаў у такіх умовах, калі такія умовы ставяцца дактарам дзеля таго, каб яны былі не за кратамі, а на свабодзе, но не выпадае цяпер. Якое ваше меркаванне? Да чаго такая практыка можа прывесці? Пополнится хотя бы медичный бюджет таким чином? Мне кажется, что все довольно очевидно. Все более напоминает феодализм. Если мы откроем учебники, я не знаю, там какого, истории 9 класса или 8, где проходит феодализм, то вы удивитесь количеству аналогий. У нас есть феодал, которого, в общем-то, никто не любит. У него на самом деле нет друзей, но есть повязанные с ним рыцари, так называемые. Не хочется этих людей так называть. Короче говоря, связанные с ним люди, которым выгодно с ним каким-то образом взаимодействовать. Да? Они от него получают земли, крестьян крепостных, там какое-то оружие, в общем, какие-то предметы роскоши, клиники, например, частные. Ну и есть все остальные крестьяне феодальные, которые живут, соответственно, вот так, как живут далеко за стенами феодального замка. И про них особо никто не думает, их судьба особо никого не беспокоит, их рассматривают как ресурс, как корову. Вот, поэтому вот примерно такие законы у нас выполняются. Верным путем идем, товарищи, что я могу сказать. Надеюсь, вам слово на подсумование нашей такой невеселой дискуссии. Картина, конечно, мрачная, но очень реалистичная. Единственное, что в меня как-то вселяет надежду, это то, что вот такая несостоятельная система управления, она в какой-то момент сама рухнет под грузом собственного абсурда, потому что как-то то, что не может функционировать эффективно, рано или поздно распадается. Жалко, что это все так растянуто во времени, но я верю в то, что это неизбежно приведет к краху собственной системы. Она сама просто упадет под собственным же грузом.
Дзякуй вялікі. Гэта была анколог Надзея Пятроўская, доктар траўматолог артапед Рустам Айзатуллін і эндоскапіст і гастраэнтеролог Лідія Тарасенко. І сёння мы абмяркоўвалі гучную справу артапедаў, медычныя шарашкі як перспектыву сістэмы аховы здароўя ў Беларусі. Дзякуй вам вялікі. До побачення. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.